С начала лета курильщикам нашей страны приходится несладко. С 1 июня ужесточили антитабачный закон. Курить теперь нельзя в гостиницах, общежитиях, на рынках и торговых помещениях. Кроме того, показ фильмов, где содержатся сцены курения, будет сопровождаться социальной рекламой. Особого внимания заслуживает запрет на курение в барах, ресторанах и кафе. Любителям выпить чашечку кофе с сигаретой придется подыскивать себе новое увлечение. Рестораторы уже отмечают небольшой отток посетителей. Гости реагируют, понимают, в общем-то, и иногда уходят, к сожалению. Вы же понимаете, что, в принципе, когда людям не нравится, допустим, какой-то салат, да, и мы можем предложить им другой салат, там, похожий вкус и так далее. Но когда у человека вот есть вредная привычка, то нам ее заменить, ну, грубо говоря, очень тяжело. И альтернативу одной вредной привычке, ну, разве что предложить другую вредную, но это как бы уже не к нам. Если человек вдруг закурит, ну что, мы, конечно, попросим его выйти, но если человек все-таки не выйдет, ну, я думаю, что, к сожалению, здесь наши полномочия уже заканчиваются. Огорчиться предстоит и любителям кальяна. На него тоже установлен запрет. Однако по опыту московских предпринимателей можно сделать вывод, что в данном случае обходные пути закона будут найдены. О запрете курить гостей ресторанов и кафе должны предупреждать специальные знаки. По закону разрешается курение на летних верандах, а вот в холодное время года посетителям придется курить на улице. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1500 рублей. Организациям же придется заплатить до 80 тысяч рублей. Однако до сих пор нет понимания того, как осуществлять контроль за недобросовестными предпринимателями. При плановых проверках, то есть при проверке, которые утверждены на целый год, при выходе специалистов будут, естественно, уже эти все вопросы рассматриваться. Плановые проверки осуществляются 1 раз в 3 года. При том, что все индивидуальные предприниматели или юрлица, они заранее бывают уведомлены за 3 дня, что будет такая-то плановая проверка с такого-то числа. Вследствие чего, как правило, ну, наверняка, даже если какое-то предприятие будет торговать, то они подготовятся, я думаю, что соответственным образом. Ограничения коснулись торговли табачными изделиями. Магазинам придется демонтировать все витрины с сигаретами. Выбрать их теперь можно будет только по каталогу. А вот в ларьках и киосках продажа табака запрещена полностью. Однако, как показывает практика, не все еще следуют букве закона. Здравствуйте. Вы не подскажете, у вас есть Винстон синие? Что? Винстон сигареты синие. Есть. Можно, пожалуйста? Спасибо. Жители Владикавказа в целом позитивно отнеслись к введению закона. Сейчас ужесточили закон о курении. Как вы к этому относитесь? Положительно. Для сохранения нации это, я думаю, необходимые меры. Да. Положительно. Это нужно было Петра Первого спрашивать, когда он нас заразил. А сейчас я вот не могу бросить курить. И как дурак курю. Правильно, что ужесточили. Очень положительно. Чтоб бросать надо всем курить. А вы сами курите? Нет. И никому не советую этого. Честно сказать, плохо. Почему? Почему? Вот, что там такого курит и курит, ничего. Я как курил, так и буду курить. И как вы к этому относитесь? Очень плохо. Почему? Потому что я курю. Минздрав России отмечает, что первая часть антитабачного закона уже поспособствовала снижению потреблению табака в стране на 17%. По оценкам ведомства, нововведение позволит спасать порядка 200 тысяч жизней ежегодно. Ангела Кубалова, Тимур Мазаев, Ацамат Шипшев, Осетия ТВ.